именно здесь 2 месяца назад были посеяны семена, и спустя всего 2 месяца был уже собран первый урожай. Что же такое гидропонная теплица? Если рассказывать о ней, то это место, в которой растения выращиваются без почвы. Кроме того, здесь также регулируется и температура, влажность и даже освещение. Гидропоника не только ускоряет развитие растений, но и значительно экономит ресурсы. Система потребляет в разы меньше воды и исключает загрязнение почвы. Для Якутии, где вечная мерзлота требует бережного отношения к экосистеме, это особенно важно. Технология становится экологичной и эффективной альтернативой традиционному земледелию, открывая возможности для круглогодичного выращивания овощей. Цели данной теплицы у нас это в первую очередь это научные исследования, потом учебные, и в том числе практические занятия и так далее. Потому что студенты, мы живем сейчас в 21 веке, и они все должны изучать и знать и владеть современными технологиями выращивания. Потому что для нашей республики это очень актуально, поскольку у нас там зима длится практически 9 месяцев. Почва у нас тоже бедная для таких вещей, и вода, да. Наши эти технологии гидропонные, они нам позволяют сэкономить до 90% воды при выращивании. Проект вызвал интерес не только у научного сообщества, но и у региональных властей. Министерство по развитию Арктики рассматривает возможность внедрения подобных теплиц в арктических районах республики. Это позволит обеспечить население свежими овощами круглый год. Конечно же, можно начинать со школ, приручать и учить детей выращивать овощи. Это очень интересный проект, мы его, конечно же, поддерживаем, но для того, чтобы он был реализован, необходимо, конечно же, и финансирование, и обучение кадров. Так что мы будем сотрудничать дальше и надеемся, что это очень перспективный проект. В теплице используются современные субстраты, включая минеральную вату из природного бальзата. Экологически чистый материал обеспечивает растениям оптимальные условия для роста без применения грунта. Сегодня здесь выращивается 120 кустов огурцов различных сортов и 70 кустов томатов. Наглядное подтверждение того, что даже в условиях крайнего севера возможно стабильное и эффективное сельское хозяйство. Лилия Бурцева, Артумен Наговицын, Якутск.